Все, доброе утро, мы проснулись в 6 утра. Давненько мы не вставали так в темноту. Все еще темно, рассвет только в 7:30 сейчас. Поспали хорошо. Такой замечательный запах осеннего леса. Ah non, je sais pas lequel vous dites ensuite lequel. Толкались в вагон. Заняли все места. Да, это сверху положили. Что, хорошо велики у нас рядом. Это гораздо комфортнее, чем было в Германии. Все, едем со скоростью 160 км в час. То есть, 10 раз больше, чем если бы на велике ехали. да, хотя это не скоростной экспресс, но тут гораздо поезда ездят быстрее, чем в России. В России там, например, Москва-Чебоксары, наверное, 70 км в час. Ай, смотри.
Vous avez sur quelques instants notre train 100% éco arrive en gare de Brive-la-Gaillarde, prochaine arrêt Brive-la-Gaillarde. Changement pour direction de Rodez, départ 13h28, voie B. Все, мы причалили Выгружаемся. в Тулузе. Ох, тут лифт оказался. Он, конечно, технический, нам работник помог. Но ничего. О! Вот бывает такое, иногда город нравится с первого взгляда, бывает нет. Вот Тулуза мне с первого взгляда как-то приглянулась. Сейчас вот едем по проспекту, почему-то все нравится. Не знаю чем. Может, я не особо люблю центровые города, столичные. Все-таки больше мне нравится периферия. Может, от этого. Насть, видишь горы? Пиренеи. Да, как облака. Кажется, как будто облака это Пиренеи. А там Испания уже. Отсюда уже видны Пиренеи, хребет Пиренейский большой. И честно, у меня такое дежавю. Такое ощущение, как будто это Кавказский большой хребет, а мы сейчас едем где-то в Северном Кавказе, где-нибудь в Осетии, в Ингушетии. За хребтом Грузия, Азербайджан, Армения. Вот. Только здесь Испания, Андорра. Испания, а мы Франция. Шикарно. Вот, заехали за водой, как мы обычно заезжаем в местных жителей. Все, мерси. Можно ехать дальше на ночевку.
Нашли дерево айвы. Вот. Почти спелое. Вяжет, конечно, как всегда. Но вкусно. И грецкие орехи. Ну да, грецкие орехи пошли. Все, юга. Телепорт. 600 километров на юг. Все, бонсуа. Добрый вечер. Сегодня мы, в общем, нисколько не проехали. Сегодня температурили. То Настя опять снова заболела, то Аечка. У Аечки зубы. Да, у Аечки зубы на фоне зубов воспаляется все и легко подхватывает всякую инфекцию. Вот сопливит, температурит. Вот сегодня чуть-чуть совсем проехали. Вот и стоим. Не знаю, завтра нам придется стоять или что. Или поедем. Ну, дай бог, сегодня пройдет все. Сегодня день отдыха, в общем, такой получился. Съездил в магазин тут рядом в деревушку. Купил он наподобие купат что-то. Для Аечки детский парацетамол, типа ибупрофена. Вроде нормально. Да, Аечка? Нормально. Температуры нет, но настроение не очень. Да? Да, даже он не хочет позировать, играть на камеру. Все равно улыбается. Но все равно улыбается нормально. Прорвемся. Все, доброе утро. Аечка вроде чувствует себя хорошо. Мы тоже. Наконец-то в дорогу едем. Едем выполнять план 60 километров.
Ой, едем замечательно. Сегодня уникальный день. Сегодня очень сильный попутный ветер. Вообще замечательно. Мы вот за один присест проехали 53 километра, то есть дневную норму. Это представляете, какой темп у нас, какой ветер. Вот, так что сегодня идем на рекорд, наверное. Попробуем. И вот сегодня что у нас. Винограда здесь, виноградники пошли вообще. Природа резко поменялась. Поменялась Тулуза резко. То есть не из Парижа. Париж-то понятно. Вот, и миндаль растет, виноград вообще шикарно. Виноград вкуснейший просто, такой сладкий. Я теперь понимаю, что когда делаешь вино из винограда, не нужно сахар пускать. Он просто очень сладкий. Тут сахара никакого не нужно. Я бы здесь виноделием бы занялся, честно говоря. Замечательно. Ладно, едем дальше. Отдохнули, сейчас пообедали на горе. Да, ладно. Рекорд 88 мы уже побили. Идем на сотку. Все. С новым рекордом нас, семейным, 105 километров. А с Настей уже в палатке сидят. Комаров здесь много летает. С России такого, наверное, не видели. Море отсюда еще не видно. Тут еще небольшой хребетик и там море. А мы поворачиваем сейчас на юг. Возле Нарбона. На Перпиньян. Фух, места здесь классные. После вчерашнего немножко тяжело, конечно. 105 километров-то дать, конечно. Сейчас едем вдоль моря, но море мы еще не видели. Потому что тут по берегу идет такой хребетик. И вот море мы не видели. Но сегодня выйдем к нему и поставим палатку. Хотя нас уже ждут. Дени в Париже сказал, что у него живет племянница здесь, возле Перпиньяна. Вот, мы с ней уже списались. До нее 80 километров было с ночевки, но сегодня мы, наверное, к ней не успеем. Поэтому уже написали, что, наверное, завтра приедем. А сегодня на море познакомимся со Средиземным. Кормилица ты моя.
южные городки маленькие. И такое предвкушение перед встречей со Средиземным морем. Его я не видел. Разве что Черное море, бассейн Средиземного моря. Если только так считать, но так в Средиземном я не был. Интересно. Да. Когда живешь на винограднике. Ой. Зашли в магазин. Вино здесь вообще дешевое. Все, мы выехали к Средиземному морю. Сейчас здесь коса идет такая. Ну, сейчас мы прикоснемся уже к нему. Солнце печет. Бархатный сезон. О, это канал идет отсюда. Че, морскую воду куда-то забирают? Обалденный багет. Все, мы искупались. Вода обалденная. Последний раз мы купались на Балтийском море. Отличие, разница в воде большая. Соленость очень большая соленость и прям такой йод чувствуется. По сравнению с ней Балтика вообще как пресноводная. Глаза невозможно. Да, но море шикарное. Оно уже прохладное, но атмосфера сама горячая. Жаркий день, поэтому вода вообще шикарная. Привет, Средиземное море, да, Ачка? Очень нравится, да? Ну, море и пока не очень нравится. Да, кричать нравится. А ты как нравится? Сейчас чутка отдохнули, покупались. Едем дальше.
пошла прибрежная зона заповедная. Такая велодорожка даже для нас огражденная. Прям приятно ехать. Почему здесь написано 800 граммов? Все, встали в замечательном месте. Решили в сосновом лесу встать. Вот. Сегодня мы взяли французский такой ужин. Ну как ужин? Устрицы взяли. И где вино? И вина взяли. Да, вино стоит всего там 2 евро. 2 евро. Устрицы стоят килограмм 6 евро. Ну, я взял на 4. То есть на берегу моря в Южной Франции не попить вина с устрицами. Считай, что не был, наверное. Теперь вопрос, как открыть вино. И устрицы, да. Все, доброе утро. Лениво собираемся, не спеша. Погода замечательная. До нашей вписки еще километров 30 примерно ехать. Поэтому у нас целый день еще сегодня впереди. На пляже наваляемся. Найдем какое-нибудь море, искупаемся. Вот, еще мы на днях. У нас решилось, как мы выйдем из Европы. На днях взяли билеты. Я посмотрел. Оказывается, есть паром с Барселоны на Танжер, сразу на Марокко. Я не думал почему-то, что там оттуда сразу паромы ходят, но есть. И в общем мы взяли билеты за 160 евро. Отдельную каюту с видом на море, как там написано на сайте. Вот, где-то чуть больше суток идет паром. То есть мы успеваем выехать. Вот. Не своим, конечно, ходом на велосипедах. На велосипедах мы бы нереально бы нам было бы чисто своим ходом проехать. Нам месяца 2 как минимум не хватает. То есть вот если полгода бы дали бы нам, 6 месяцев, было бы замечательно. Но вот так не успеваем. Поэтому отлично прокатимся по морю. Билеты уже есть электронные. Ой, ты чё? Ты чё? Аечка уже спать хочет. Надо ехать. Вот а здесь сосновый лес замечательный. Вообще воздух свежий. Устрицы с вином, кстати, вообще это просто... Я влюбился в устрицы. Жалко, у нас их нет. Я не знаю, в России сколько они вообще стоят. Может и можно найти у нас, но не знаю. Это просто... Красота. Сейчас при возможности надо их брать. Тем более там написано в Википедии, что она тонизирующе влияет на нервную систему. Как раз то, что нам иногда нужно, потому что в дороге нервы накаливаются. А сейчас я счастливый. И Настя тоже. Саечка.
Да, как-то резко у нас климат так поменялся. Уж не верится до сих пор. Конечно, мы телепортировались на поезде. Не люблю этого. Люблю постепенно смотреть, как все меняется. Но в Тулузе было практически как в Париже. Чуть-чуть помягче климат. Видно, поюжнее. Но сама смена произошла, когда мы начали приближаться ближе к Средиземному морю самому непосредственно. Вот. Сейчас вообще юга. Уже Испании. Уже много каталонских флагов. Это уже район уже каталонский, по сути. Прикольно здесь жить, конечно. Представляю, какая летом здесь жара. Зато все растет. Тут есть прикольные 24 часа стиральные машинки. То есть можно закинуть вот 8 килограмм, 4 евро стоит. То есть вполне недорого. Мы, конечно, не пользовались ни разу, пока надобности такой не было, но очень полезные вещи. Вот. Все она делает, и сушит, что угодно, короче. Вот, лежим, мы купались. Ну как накупались? Покупались. Купаться не знаю, когда купаемся. Вот. После континента без моря все-таки плохо. Вот сколько я езжу по Евразии, море оно так расслабляет. Доезжаешь до моря и ощущение, как будто вот все, приехал. Отдыхать, хочется просто лежать. Ну, есть такая возможность, потому что пляжи, море. Вот, и сейчас прям такое замечательное настроение. Море, семья рядом, солнце, тепло. Оно того стоило ехать.
Здесь на юге Франции очень много колец. Но это удобно. Никаких перекрестков, светофоров. О, Меня зовут Коля. Я француз, но здесь живу. ничего себе. Откуда ты знаешь русский? А я живу в Петербурге. Вау. 3 года. 3 года. Спасибо. У меня тоже жена русская, конечно. Это помогает много. Здесь живете, да? Да, мы здесь живем. Вау. А мы хотим опять в Питер через 2-3 года. Вау, здорово. Деньги как COVID. Я сейчас на работу. О, а где работаешь? На работу. Я дальнобойщик. Ого, Это дальнобойщик. Да. здорово. Всю Европу я объездил, наверное, да? Нет, только русские всю Европу обижают. И французы дорогие водители. Да? Только по Франции крутятся. А, вот поэтому нанимают россиян, украинцев, да? Да, да. Половина дальнобойщиков, которые здесь катаются по Европе, они то ли из Беларуси, то ли из Украины. Здорово. Найдешь нас в интернете, потом посмотришь на себя. Хорошо. Покажу жене покажу. Нужно дальше вам. Спасибо. Николя, спасибо. Все, Давай, семье привет. хорошо, спасибо. Пока. Так не ожидали увидеть русскоговорящего француза. Который хочет переехать в Россию. Да. Айчка, мы сейчас проедем чуть-чуть еще. Чуть-чуть осталось. Наконец-то мы нашли инжировую жилу возле дороги. Любимый фрукт теперь. Да. Деревьев здесь много инжировых, но вот такой прям инжир мало найдешь, то ли еще уже собрали, то ли еще не спелый. Да, красота. Вообще этот самая кондиция вот этого. Сейчас, Аечка, покушаешь. Ты уже айву тут кушаешь.
Oh, bonsoir. Bonsoir. Nikita. Oh, I make little movie. Ah, avec le GPS. Pour Vas-y, tu trouver. veux dire quoi, mamie? Tu veux dire quoi? Bon, Oh, Barbara dit Barbara arrive. Ok. Ah, non. Barbara vient. Ah ben, il n'y a plus de lumière. Non, il y a tout non plus. Alors, Chandra, salle de bain. Voilà. Hein, vous viendrez là. Oui. Hop. Là. Alors le salon, ta chambre, je ne montre pas. Ouais. Oui, oh bah oui, tout va bien, ouais, oui. Allez, bisous. C'est mignon comme tout. Hey. How many kilometers today? You don't have some cream? We should buy it. We did not buy. Ah, I give you one. You have to put cream because here it's not very good for. Okay? Ok. Alors tiens, ça c'est pour toi. Наверное, надо закалила тоже. Только сейчас вместе. Petit. Un. Et une grande pour. Ух, носом горел как. Mamie, elle est où? Faut lui écraser. You want. Mamie, elle est où? Il est là, ils sont là. T'as pas un bavoir? Merci. Вот, так лучше, да? Лучше наконец-то это. Ouais. Ouais, c'est chouette. It was be very difficult. C'est pas grave. On connaît. We know that. Because she can. Yes, we know that. On prend avec les doigts? Par qui, maman? Non, avec la. C'est excellent, vraiment. Elle est contente. J'ai vraiment vu un. Là, she speak or she